июня 1998 года в АСШ номер 1 состоится встреча выпускников 1961 года. Агинская средняя школа номер 1. Здание первой средней школы. Народ уже собирается. Мы вас так встречать будем. Два слова скажите. Здравствуйте, дорогие друзья. С праздником вас. Сказали, даже пришли к вам. 4-5 слов сказала. Вот, здравствуйте все. Все хорошие, все друзья. Красивые, все. Вот. Да, очень красивые. Самая близкая родня, оказывается. А самая дорогая? Одноклассники, одноклассницы. Выпуск 1978 года. Сегодня мы собрались отметить 20 лет со дня окончания Агинской средней школы номер 1. Прошло 20 лет. Помните, как пришли мы в первый класс, как нас привели родители в стены этой школы? Помните маленькую деревянную школу, сейчас учебно-производственный комбинат? Первых наших учителей, которые нас до 4 класса учили читать, писать, рисовать. Ну, и первую ступень, начальная школа, мы прошли под руководством наших учителей. Первую учительницу Будажап Ратнажаповну Хандажапову. И потом нас приняла Цибигмит Царендашевна Царендашеева. И уже с 5 класса мы всем классом пришли учиться в большую школу. Так мы маленькими были, хотели учиться в этой двухэтажной школе. Думали, когда же мы будем учиться. И вот в 5 классе мы пришли сюда, в это здание, и до 10 класса учились в этих стенах. 6, 7, 8 классы. У нас уже появились учителя, предметники. Такие учителя, как Кобузева Мария Алексеевна сегодня присутствует. Похлопаем. Бутина Ангелина Ивановна. Болотова Хандама Болотовна. Нягова Эмма Толстиковна. И ныне заведующий учебной частью Даржиева Церегма Даржиевна. Ну и перечислять наших учителей, все учителя, которые нам преподавали, сегодня, конечно, не смогли прийти. И, соответственно, мы потом им направим поздравительные. Так, 8 класс, уже взрослые, так сказать, люди, уже свои взгляды, свои мысли и своя точка зрения. 9, 10 класс. В 10 классе особенно, когда мы в выпускной класс готовились, чувствовали нашу ответственность перед нашей школой, перед нашими учителями. Какие знания нам дадут наши учителя, как мы их воплотим в свою жизнь. И все это сегодня мы видим здесь. Пришли наши выпускники. Сегодня присутствуют на нашем вечере, на нашем собрании, так будем говорить, 4 класса. 10 А, 10 Б, 10 В, 10 Г. Всего выпустили 109 выпускников. В 10 А классе выпускалось 27 человек, в 10 Б 28 человек, в 10 В 27, в 10 Г 27.
В 10 А классе классной руководительницей выпускного класса была Болотова Хандама Болотовна. В 10 Б Гамбоева Светлана Евгеньевна. В 10 В Чемита Балдановна. И в 10 Г Аима Толстиковна. Так, сегодня присутствуют все наши классные руководители. И среди них, но я думаю, уже по классам старосты класса будут отчитываться, кто с кем, у кого сколько родителей, кто что окончил, кто где чем занимается. И закончили с похвальной грамотой 10 человек из нашего выпуска. Это с 10 А класса похвальной грамотой Дандакова Тимигмет, 10 Б Дашиев Владимир, так, 10 Б Жамбалова Балдарма, Ким Ольга, Лыбдынова, Будаева Света, 10 В Саднова Бальжит, Саднова Цитулман, ну по-бурятски Света и Алла. Так, и 10 Г Исхаков Ренат и Дандакова Зоя. Всех их помните, наверное. Помните, как они похвальным грамотой, когда сдали оценки на отлично, на 4 и 5, радости нам сообщались, и мы делились этими радостями. Все радовались нашим успехам и нашим огорчениям. Но за эти 10 лет много было, соответственно, радости и много огорчений. Когда получали оценки на экзаменах, двойки, тройки, но это, конечно, было мало, огорчались, на все сердились, но это было временно. А когда получали четверки, пятерки, значит, очень радовались. Домой приходишь, скажешь родителям: папа, мама, я получил 4 на экзамене. Тут, конечно, родителям это было вдвойне радостно. Так, сейчас слово предоставляется директору Акинской средней школы номер 1 Мункуеву Борису Бароевичу. Уважаемые наши выпускники далекого 1978 года, разрешите мне от имени учителей, учащихся вашей родной Агинской средней школы номер 1 поздравить вас с сегодняшним праздником встречи, праздничным днем встречи, когда вы у стен родной школы собрались для того, чтобы вспоминать о школьных годах, детство вспомнить, юность и поделиться жизненным опытом, порадоваться, повеселиться. Ну и, конечно, встретиться со своими учителями, первыми учителями и классными руководителями. Ну и желать хочу, чтобы в дальнейшем эта прекрасная традиция продолжалась. В этом году с конца мая в нашей школе прошли встречи выпускников 58-го, да? 58-го, то есть 40-летие отмечали. Затем 19 июня собирались выпускники 68-го года. А вот сегодня собрались выпускники 78-го года и чуть попозже подойдут выпускники 88-го года. То есть все круглые даты в этом году отмечаются. На сегодняшний день в вашей родной школе обучается более 800 учащихся. Работает учителей, технических работников, воспитателей более 100 человек. В этом году школу закончили 71 ученик, выпускников. И результаты довольно неплохие. С медалями закончили 6
1 золотая, 5 серебряных медалей. Ну и каждый год мы отмечаем тех детей, которые поступают, дальше продолжают учебу в средних и высших учебных заведениях. Каждый год более 80% наших выпускников поступает в эти, то есть продолжает учебу в других учебных заведениях. Это очень прекрасно. Очень отрадно бывает нам слышать такие данные, когда мы сдаем отчеты в районный отдел управления образованием. Но сегодня я вижу среди вас, узнаю своих родителей. Ваши дети продолжают те славные традиции, какие были в нашей школе. Это наши спортсмены, артисты, участники разных мероприятий воспитательных. Ну, если взять с края, это даже Баланов, Абедуевы, Батоевы. Еще, ну, сразу не скажешь, много очень. Артисты, спортсмены, отличники, хорошисты учебы. Ну и через сколько-то там лет вы начнете приходить уже на выпускные вечера. Будем выпускать наших детей. Так, еще что? Ну, еще раз вас поздравляю с сегодняшним праздником. Пожелаю вам хорошо отдохнуть, повеселиться, порадоваться. По первым возгласам, по первым крикам, даже шуму узнаю, что сегодня действительно праздничный день. Спасибо, что вы пришли. Неоднократный лауреат районных, окружных, областных конкурсов смотра художественной самодеятельности, дипломант международного конкурса в Хасаране. Он жил в общежитии, у него там ребята, и никто ему вроде там... Жамбалов Царендаржи Цудыпович. Дорогие наши учителя, дорогие одноклассники, сегодня такой прекрасный день. Я очень рад видеть вас всех в стенах нашей родной школы, которую мы окончили. Все знакомые лица. Прошло 20 лет, но для меня лично все наши учителя, и вы также, остались почти такими же. Наверное, мы для детей своих уже взрослые, старички, но вы для меня и, наверное, для друг друга, мы все такие же, как в 1978 году. И поэтому я желаю оставаться вам всегда такими же красивыми, жизнерадостными. Желаю вам большого счастья, семейного счастья, успехов в вашей работе. И пожелать крепкого здоровья и долгих лет жизни, и почаще встречаться. И хочу подарить вам одну песню. Oh
только начало. Еще готовьтесь, Александр Александрович. Так, сейчас старостам класса подготовиться и сдать рапорта. Отчет за эти 20 лет. Приготовиться и сдать рапорт 10 А класс. Так, 10 А класс кончили, значит, 28 учеников. Сейчас присутствует здесь 17 семей, но некоторые по причинам не пришли. У нас, значит, 65 детей. Высшее образование получили 10, среднее специальное 6 и среднее 12. Врач у нас один, это Шайр Алсанов Бурдыни, по обстоятельствам он не приехал. Учителей у нас 5, экономист 1, я, архитектор у нас 1, Батмитренов Баир, военный у нас 1 и ветеринарных врачей 2. Так, портные 2, медицинские сестры, сестра 1, инженер 1, корреспондент 1, сотрудник музея 1, инспектор Авир 1 и шоферов первого класса 7. Все первого класса. Так, ну и все. Сегодня присутствует у нас 17. Улан-Удэнцы мы слышали, что выехали, но вот когда подъедут, мы еще не знаем. Во-первых, добрый день, все наши выпускники, дорогие, любимые, родные наши учителя, которых мы всю жизнь вспоминали после окончания школы. Поэтому мы вас решили всех пригласить, самых нам запомнивших, давших большую душу, вложивших в нас, как сказать, в том, что мы состоялись как люди. Значит, 10 Б класс у нас было 28 выпускников. Из нашего класса на сегодняшний день присутствует 15, по уважительным причинам тоже, конечно, некоторые не присутствуют. В нашем классе, значит, сразу с детей, наверное, начнем. В нашем классе 61 детей, девочек, мальчиков, конечно, не будем, в общем, это разделять. С высшим образованием из нашего класса на данный момент 16, некоторые еще учатся заочно на высшее, будет больше, на 30-летие, надеюсь. Со средним специальным 7 человек. И оставшиеся у нас там имеют такие квалификации, как водители, железнодорожники, ну это железнодорожники среднеспециальные, заготовители, вот такое количество людей. Врачи по специальностям, по-моему, самый богатый класс был у нас, 4 человека, а в общем по выпуску посчитал у нас 6 человек с выпуском. Учителей 1, бухгалтеров, экономистов с высшим образованием и средним 6, инженеров с высшим образованием 2, тренеров с высшим образованием 2, так, заготовитель 3 говорила, ветеринарный врач тоже с высшим образованием 1, железнодорожник 1, такая профессия очень редко, по-моему, в стенах нашей школы, и шоферов первого класса водителей 2. Да, первый класс. Ну, 20 лет пора иметь первый класс, мы должны расти, и я желаю всем нашим выпускникам возле учителей в дальнейшем все-таки идти дальше. Сейчас у всех требуется высшее образование, кто где работает. В нашем классе есть такие, которые учатся заочно. Я желаю также всем остальным выпускникам других классов того же самого. Желаю, чтобы все выучили своих детей, дали им образование, чтобы у них была дорога, так сказать, может быть, не совсем легкая, но достойная нашего выпуска, чтобы были честные, добрые, любящие вас дети. И я хотела все-таки еще раз поздравить наших учителей с сегодняшним нашим юбилеем, маленьким 20-летием. Может, мы, глядя друг на друга, наши выпускники, некоторых с первого раза и не узнать вроде бы, но приглядишься, конечно, тот же вроде бы. А как на учителей мы посмотрим, они те же самые. Мне не кажется, что они постарели. Ангелина Ивановна немножко здесь о себе критично сказала. Мне кажется, просто прибавилось седины, посмотришь на них, такие родные лица, все такие же. И можно подойти в любой момент.
Я часто встречаюсь и прямо с такой душе, с таким ропотом, как ученица, так, ну, неудобно иногда по имени отчеству обращается, и все равно волнуюсь перед учителями. И желаю сегодня провести сегодняшний день в хорошем настроении, чтобы мы провели его дружно, весело, активно. Мы должны вспомнить школьные годы. У нас есть программы, которые наши ведущие будут предлагать. И желаю вам всего хорошего в сегодняшний день. Очень отрадно, конечно, вас видеть уже зрелые, уже мужчинами, женщинами, родителями, уже установившимися детьми. Вы уже все нашли свою дорогу в жизни, место свое в жизни. И нам, например, мне, например, очень отрадно видеть такими красивыми, молодыми вас людьми. Ну что еще? Все, значит, я надеюсь, что у вас все нормально, хорошо. Живем, конечно, уже совсем в другое время мы сейчас, чем когда вы заканчивали, учились здесь. Ну, если о себе сказать, я после вас, значит, до 84-го года в этой школе работала. Потом по обстоятельствам семейным, ну, значит, с 84-го года мы уже жили в другом месте. Я уже работала в Орловской средней школе работала. Потом в Чите работала. Ну, в Чите по болезни уехали, я туда училась полгода в школе, интернат номер 11 из школы. И после этого через Довой, опять через Орловскую, вернулась в Ладинское, опять свою родную школу, 1,5 года поработала, ушла на пенсию. Я уже 4 года сижу на пенсии дома. Ну, дети у меня все выросли, 3 взрослых уже семейные, младшая студентка в Ламуте на 2-м курсе учится. 3 внучки, 1 внук у меня. Ну, я вот бабушка сижу там. Ну, то, что я себе, значит, скажу. Ну, что я вам скажу? Желаю вам всего хорошего, наилучшего. Когда вас вижу такими красивыми, молодыми, встречаюсь, очень отрадно бывает. Ну, если кого-то вижу в плохом состоянии, очень огорчаемся учителя. Она образована, поэтому ну, что я пожелаю? Чтобы в семье у вас было все нормально, все хорошо. Самое главное счастье человека – это в семье, я скажу. У кого как сложилась, какая семья, кому повезло. Это, я считаю, огромное счастье, человеческое счастье. В этом заключается самое главное, чтобы дети были здоровы ваши, чтобы семейные отношения ваши были здоровы. И, ну, сейчас настолько вы уже зрелые, взрослые люди, что теперь уже о своих детях, наверное, будете думать. Чтобы дети ваши были, ваши счастливыми были. Ну, всего Дорогие ребята, можно? Дорогие ребята, 23 года назад вы закончили школу. Закончили школу, получили аттестат. Но не зрелости. Вы получили просто документ об окончании средней школы. Перед вами открывался новый предмет. Новый предмет, который назывался жизнь. Вот этот предмет сейчас, сегодня, вы сдали на отлично. Вы прошли дорогами мужества, выносливости, терпения.
Вы прошли через горечь утрат, через горечь неудач, тревоги, волнения. Все это было у вас. А вот сегодня вы могли бы получить аттестаты не только красоты, но и зрелости. Вы получили образование. Уже многие имеют высокие награды. Те мальчишки, девчонки, которые не сумели получить высшего образования, видите, тоже добились очень больших успехов. Они доказали и показывают профессиональную пригодность. Смотрите, даже водители у нас все первого. Это похвально, это отрадно. Очень хорошо показывают себя и врачи, учителя. Учителя любой специальности, учителя-предметники, учителя начальных классов. Ну, что вам сейчас пожелать? Желать вам сейчас самого доброго, хорошего в вашей жизни, чтобы исполнить все ваши задумки, исполнялись все ваши творческие планы, а планы у вас большие, вы молодые, перед вами очень большая дорога. Пожелать вам счастья в личной жизни, вашим детям тоже большого счастья. Ну и хочется сказать, чтобы вы не забывали не только родную школу, но не забывали друзей, подруг. Пишите, звоните, сообщайте, поддерживайте, потому что жизнь одна, и когда что-то происходит, все переживают, волнуются. Счастья вам, мира, спокойствия и больших свершений на вашем жизненном пути. Очень приятно, что за такое долгое время, 20 лет, что вы нас не забываете. Большое вам спасибо. Очень приятно смотреть на вас и знать, что наш труд не пропал даром. Но главное не то, что кончили высшее учебное заведение или не кончили. Главное, чтобы оставались вы всегда такими добрыми, порядочными людьми. Но здесь очень много говорили уже, чего вам желают, чего вам хотят. Я говорю, что в этой школе мы почти проводили всю жизнь свою. Вот здесь говорят, большое внимание, самое важное — это семья. Конечно, семья. А когда мы работали с вами, считали, что самое главное — это школа. И с нас спрашивали не так, как сейчас спрашивают, там не собрали ничего. Тогда самое главное — школа, ученики, работа. И вот сейчас очень приятно смотреть на вас, что такие порядочные, хорошие люди выходят из стен нашей школы. Я уже, как Борис Борович знает, как штатный посетитель. Я, наверное, 100 пьет в этой школе. 40 лет я тут сижу. 30 лет я тут сижу. 20 лет я тут сижу. У меня самый хороший предмет. Не какой-то там русский язык, что вот начал. До 10 класса. Подругу вот не могу вызвать, чтобы на каждый раз она слева около меня сидела. Предмет не важно, русский язык. Когда биология начинаешь с 5 класса и до 10, вот тут на каждый вечер попадешь. Очень мне понравилось выступление, такое с юмором, очень такое веселое, хорошее. Правильно, Кашников, мы хорошо его помним. Хорошо. В общем, большое сердечное вам спасибо за то, что вы нас не забываете. Мы так рады, что наш труд не пропал даром. Какой он был, добросовестный, честный. Все сюда в школу, если знали, что знали, вам отдавали. Большое вам спасибо, счастья и здоровья вам всем. Будьте здоровы. Ну а свой 10 век, конечно, я помню до сих пор. У нас директором был Шаберов очень серьезный, стройный директор. И когда, значит, 10 век класс, у нас 4 класса образовалось, и сказали, что нужно быть классным руководителем, многие стали отказываться. Я
Ну и сразу же, с чего началось? Прежде всего с общежития мальчиков. Мальчики непослушные, каждый день там у них какой-то ЧП. Утром прихожу, обязательно директор говорит: ты ж не юхолон там. И вот специально уроки кончишь, идешь выясняешь. И у нас даже дело доходило, но теперь уже столько лет прошло. Знаете, у меня вот у женщин, я вообще-то по характеру добрая, но у меня даже бывали моменты, когда их за грудки я хватала. Представляете, придешь, что стены разрисованы углем, представляете? Родители побелят, а они изрисуют. Конечно, маленькие были. Сегодня побывали в саду Зои Васильевны. Ранетки оборвали. Это я была. Самое главное, ЧП, и все время без ЧП невозможно. А потом думаю, ну как же, думаю, схватить класс-то? Ну, надо чем-то заинтересовать, а то они совершенно учиться не будут. Ну и думаю, ладно, займемся этой историко-краеведческой олимпиадой. И вот действительно, вот у них проявился, знаете, поисковый дух, талант у некоторых. Некоторые очень хорошо рисуют, фотографируют. И самое главное, появилось общение со взрослыми людьми, которые на них могут оказать положительное воздействие. Это ветераны войны. Ну и самое главное, конечно. И потом нас приглашают на соревнования, там они ползают, бегают. И самое главное, потом, значит, ходим в походы. Не только 11-м уже в то время, значит, занимались, а ходили в Белгорово и в остальные хозяйства. И самое главное, здесь мальчики наши оказались очень такие, знаете, добропорядочные, честные, трудолюбивые. Всегда пойдут вперед, окажут помощь девочкам, за девочками. Школы. Хочу вспомнить, вот как 20 лет назад я принимала и выпускала вас 10 Б и 10 Б классы. Прошло уже 20 лет, а мне кажется, это было совсем недавно. Я очень хорошо помню своих вот первых учеников, особенно 10 Б класс, тоже запомнился. Они были немного хулиганистые. 10 Б был спокойный, намного спокойный класс. И я помню выпускников 10 А и Б класса, поскольку я там практику давала контрольные и, видимо, иногда заменяла контрольные. Я запомнила вот вас такие 10 Г. Они стремились к знаниям, просили дополнительные занятия все время, давайте готовиться к экзамену. Мне порой казалось, что я с ними не сдам, наверное, выпускные экзамены. Думала, все, наверное, мы провалим. Но, тем не менее, вот иногда у меня вот тогда почему-то отказывался от этих занятий дополнительных. Все время говорил: Надя Дмитриевна, я так бы мне поставьте тройку. Юха, не шумбал ходил. Но вот, тем не менее, вот спустя 3-4 года заявился в школу такой молодой красивый мужчина с чемоданчиком, толстым дипломатом. Я говорю: когда ты, откуда, что делаешь? Спрашиваю. Говорит: я, говорит, мастер производственного обучения. Вот, видимо, те дополнительные занятия, которые мы проводили по математике, не прошли даром. Теперь он преуспевающий бизнесмен, умеет считать деньги. Запомнился мне 10 Г тем, что вот в списке класса было много-много Батоевых. 5-6, по-моему, человек. Батоев. От каждого класса, конечно, пожелал бы тоже свое слово сказать, потому что это вклад, подарок какой-то определенный материальный, моральный и так далее. Но от имени всех классов, конечно, я хочу сказать большое спасибо этой школе, что мы вышли из стены этой школы, встретились сегодня, благодаря, конечно, оргкомитету, директору, который предоставил нам вот такие условия и такой теплый прием, встречу нам устроил. Это уже зависит от руководителя. Значит, я хочу пожелать этой школе еще дальше процветать чисто в профессиональном плане, чисто в таком плане, как сказать, культурном,
массовом, спортивном, чтобы они всегда были на передовых позициях. Я думаю, в наше время, наша школа, ну, особенно наша, не страдали, да? Мы были не последние, в числе первых, по-моему, да, по спорту. Так. В общем-то, по-моему, спортивный у нас выпуск был. Ты согласна? И вот хочу преподнести от нашего выпуска небольшой подарок, электропечатная машинка Леветти. Я думаю, она им пригодится, у них ее нету, со всякими поручениями и прочими бумажками. Бегают они по другим местам. Думаю, она вам пригодится. Дорогие наши выпускники, я каждый раз отмечаю всех этих встреч. Во время этих встреч самый приятный момент получать подарок. И каждый раз с Ангелиной Ивановной договариваемся. Обязательно мы пойдем на следующую встречу. Итак, у нас тоже традиция продолжается. Как Борис Варуевич сказал, любит получать подарки. И мы поздравляем наших учителей. Пожалуйста, подарки вынеси! Нести подарки. Хотелось бы вашей жизни узнать про вас несколько. Чтобы про себя рассказать. Вот Борис Варнец. Ну, я знаю, что это. Между прочим, и баба. У нас Надя тоже дочка замуж вышла. Уже Надя такого. Где у нас дочка выйдет? Моей бабушки. Нет, ну мама совсем как же молодец. Моя мать была Я вам желаю счастья. Мы, хотя и уже пенсионеры, и подходим уже к определенной черте, мы рады за вас. Мы следим за вашими успехами, огорчаемся вместе с вами, если у вас какие-то бывают потери, трагедии, неудачи. Огорчаемся с вами вместе. Вот. Ангелина Ивановна шутя сказала, но это страшное, конечно, огорчение, когда мужья не работают. Но, дорогие, милые жены, вы их простите, пожалуйста. Просто им негде работать. Они у нас очень трудолюбивые. Я не случайно сказала, я следила за судьбой Людмилы. Вот. Посмотрите, сколько прошел человек, как добивалась она своего места в жизни, исполнения своей мечты стать врачом и врачом-хирургом. И также москвич, который получил медаль, он тоже шутя сказал, что ему дали, наверное, хорошо работал. Прекрасно он работает, но самое главное, он еще отличный товарищ. И когда он приезжает, мы обязательно с ним встречаемся. Вот это меня очень радует. И вот я на всех на вас смотрю, настолько вы все для меня порядочные, я благодарна, что вы не забываете, что вы интересуетесь, как мы живем. Поэтому счастья, мира вам
семейного благополучия. Ну, а на будущий год вам придется, наверное, вместе собраться, встречать рассвет с вашими 11-классниками. Конечно. За нашу честь. И мы этому доступны всем. Все, конечно, соединяемся. И давайте поднимем труд за наших дорогих учителей. Стоя. Итак, хором подняли. Раз. И завершили. Пошли. Собрание хозяев. Только, знаете, так, у меня есть
вступить в Волгу, дает возможность у меня есть возможность вступить в кату, дает желание. Создавать сегодня за то, чтобы нас называли возможностью всегда попадали. Потому что так много чудителей сидят. А я кого бывает по-русски. Это песня композитора Ричарда Башкирова. Аргалин и поэт Асуна Балантона из нашего села, Аргалин, I'm
Потом дадим слово. И вот мы посовещались и пришли к выводу, что всем мужчинам поставить по 5 баллов, а женщине, девушке 6 баллов. Итак, за первый конкурс, который исполнила конкурсантка из Урдаги, ныне, которая живет, но выпускница 10 класса, Хасарова Шевчук, я по-немецки говорю, по-моему, я не знаю. Это все, Камчатская. Согласны с тобой? Мужики, но мужчины, это, конечно, я понимаю вас, вы все прекрасно поете. Все прекрасно поете. Но судейство очень у нас... Я на Толстиком хотела своему классу присоединить, я ее изолировала. Итак, наполняем бокалы. Приготовиться к следующему конкурсу. Конкурс пожеланий с каждого класса. Опять жеребьевка будет. Итак, наливаем бокалы, поднимаем за победительницу нашего конкурса. За
Dürtledere, inerken aşıverdiği barışıyım, mando, inerken udıtta oğuzlara, yamuk hekin yesu, harita tero, hukunamen tengire, harim, narata hekin, zayata udırne yiresta. Çeget indi hoğun, muhutto, yungucu udeki geçiva, indi dülkedere, altın dülkedere, Ажубайдыла хэхнар сыкыржа. Сыкы харвете, сывыстычылте. Бұлтыда дұрын түкші хойылда. Чегет та оның нүкде гүртүтме, дұрығын бұлын тегір сотме, ходда үхюденеден тахар шуғы вегожы. Ходда шуя те зуғате хүтюте. Ушолының ахымда жарғылте, ушолының ахымда хүтюте. Амыр жарғылте бұлтыда хойылда. Что происходит 20 лет? Для истории это совсем небольшой срок, но для жизни человека это огромная часть, примерно 3/4. Поэтому это ваше 20-летие совпало с 20-летием со дня окончания института. Мне очень приятно. Я от имени своей семьи, мне посчастливилось быть первым зятем, я не знаю выпуска, но 10 А. Поэтому я от имени своей семьи, от имени невест и зятьев всего выпуска сердечно поздравляю вас с таким великим событием в вашей жизни. Ведь вы вспомните, ровно 20 лет назад, когда мы спускались из стен Агинской средней школы номер 1, было вас ровно наполовину, а то и меньше, правильно? Сейчас за столом сидят. Вас стало вдвое больше взрослых, и где-то посчитал около 250 детей. Сегодня в этих тяжелых условиях это самое главное наше богатство. Каждый из вас нашел дорогу в жизни. Каждый нашел путь жизни, или большинство из вас. Вот это сегодня самое главное богатство, чем мы можем гордиться. Я лично горжусь тем, что есть у меня рядом надежный человек, которого я понимаю, который меня понимает. Есть дети, которые всегда мы можем гордиться и радоваться. Это самое главное наше богатство. И на этот путь направили вот уважаемые наши учителя, которые сидят за столом сегодня с утра. Поэтому еще раз поздравляю. Желаю всего самого доброго. Артур Орел проведет. Это залог. Боеву алайда Орел посвятил уже. Бункры ургунуттун атилер кудур атуке хуб селужа. Бунбуе алжа кудур кудур ататер бешкеже. Бунбуе алжа önü baba yavakada. Sağlık tukun gırım sıra sağlık tukun buroğla sıra. Munodere bayırlaga munodere bayıbıye sıra. Bayıbıye yarışığı sıra. Mabazlıkta bayım ısırıklarına oluşturulmuş olan Amerikan Cumhuriyeti'nde elin kıyıyor. Kodada sarı, kodada kucum, kungun salgın, ajılda mızıltıda, ajıbedilda oruşukta, ödül dalı, önkü ölü kuşuğuta,
оба эти друга влюбились в одну и ту же девушку. Как дружбы не больше дружбы. Однажды влюбленные поднялись на вершину высокой горы, влюбленностью сожгли все, что было вокруг. Но было холодно. До утра оставалось еще много времени. Влюбленные были обречены. Когда на вершину высокой соседней горы поднялся второй круг и сжег себя. От тепла этого костра влюбленные дожили до утра. Так давайте же выпьем за такую дружбу и за такую любовь, за которую готов поверить собой. Ну что я хочу пожелать от себя, от своих одноклассников, раз видео конкурс проходит. Значит, я от всей души, от себя, от своих одноклассников желаю всем сидящим здесь, нашим учителям, нашим гостям и моим дорогим друзьям, выпускникам огромного счастья, личной жизни. Если еще в личной жизни устроилась, еще есть у нас холостые и одинокие, устроиться, найти свою половину. А тем, кто уже вроде бы нашли вторую половину, желаю вырастить добрых, здоровых и счастливых людей и быть счастливыми до конца дней своих. Желаю здоровья. Будет здоровье, будет и все остальное. Я как врач упираюсь всю жизнь на здоровье. Так что за ваше здоровье я сегодня бью. И радуюсь за то, что вы все здесь, все радуетесь, все вернулись в свою юность, в свою молодость. Давайте петь. Я тебе ломаю тогда наличные магазины. Дорогие одноклассники, уважаемые учителя, давайте я желаю, учителя наши в основном пожилые, кроме всех вы дожили, пожелаем им здоровья, но немного так, можно сказать, остальное все можем купить в районе. Молодым благополучия, трудное время. Я хочу, чтобы песни звучали, наполнялся бокал, и чтобы другу все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Итак, результаты говорят. Ангелина Ивановна скажет, я поступленный человек. Но сегодня прозвучали действительно хорошие пожелания. Здесь были пожелания, чтобы мы все были счастливыми, чтобы хорошо вырастили детей, чтобы у всех ладилось людей в работе, и чтобы действительно на всем нашем земном шаре было мир и согласие. Это очень хорошо. Но и с другой стороны, конечно, я не эгоист, не себелюбец, но то, что Таган не умеет петь, не спел. Для нас, которые здесь присутствуют, вся среда, окружающие нас, поддержали его, Михаила, первое место на это. Конечно! Это было уже ясно, как он поднимался, выходил со стола. Маэстро, музыка.
Камеру сняли, камеру открыли. Великман, привет. Безумно счастлива, что встретилась наконец со своими одноклассниками, вообще однокашниками со своими. Я вообще люблю, обожаю всех. Да, я же говорю, однокашники, а не одноклассники, да, это всех люблю и обожаю. Всех целую. Давайте гулять, пить и веселиться. Великман сказал, что пьем. Вы еще продолжаем. Продолжаем. Ух ты! Обязательно ты со своими учителями поговорим по душам, особенно с Марией Алексеевной Кобызевой. 지금 마흔 가서 들어봐주다가 내가 아무 아무나 왜 야무지는데 가라가 그래도 서로 스킨 뭐야 어쩌다 왜 미안하 어쩌다 왜 행도 근데 다 들어 알고 있던데 남들 내가 알고 있는 거 За хайхла тээс юмши аргыг аваадла. 나 이거 이게 셀레오가 있다고 하잖아. 나 내가 알고 있는데. Тийм аргыг аваад саадаг бүрхэг хүмүүнэ. Оройд отоос ирж өгдөг. Би хамаа өгөж. 왜 뒤가 그랬어? Энэ отоос саадаг шиг да өгөхгүй. 왜 그랬다? 말하는 것 같아. 저 알아듣는 거야. 왜 이렇게 울어도 같이 못 와? 아, 와, 좋게. 내가 알아보는 거 무슨 미래와서 보여주냐. 아, 우리 저래 안 되는데. 제가 와서 너무 쓰다고 해도 안 봐. 우리 너무 쓰다고 해도 말하라고 했는데. 닭도 뭐 보고 있는데 말라와 죽어오기도 알아. 그런 거야. 우들 올린 밥 하나 하고 싶어 정말 어떻게 하느냐 아마 시켜 사서 거셔봐 아무 것에 이게 고용과 우문수지 않았어 Не, красиво.
Yağınlar dolunuptu. Конечно. Шила!